100 литров пива в 41 бутылке было изъято в магазине по улице Авиационная в Якутске. Здесь, по словам полицейских, продавали алкоголь без лицензии. Нарушители могли выручить порядка 9 тысяч рублей нелегально. Санкции статьи предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. На юридических лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Но такие санкции не пугают хозяев подпольных магазинов и бутлегеров. По данным МВД, в текущем году в Якутске изъято около 6 тысяч литров нелегального алкоголя. За 10 месяцев текущего года полицейскими в Якутске составлено порядка 150 административных протоколов, привлечено к ответственности 95 лиц, которых оштрафовали более чем на 500 000 рублей. При этом законодателям предлагается усилить антиалкогольную политику. Члены комиссии по делам несовершеннолетних предлагают вывести прилавки с алкоголем за пределы населенных пунктов. Они сетуют на то, что многие предприниматели свободно продают алкогольную продукцию детям. По данным МВД, каждое третье преступление, которое совершил несовершеннолетний, произошло в состоянии опьянения. Между тем, в селах с полным запретом продажи алкоголя преступность сократилась в разы. Показатели там действительно удивительны. Там преступность уменьшается в несколько раз, активность граждан увеличивается во много раз, общая заболеваемость, потому что она тоже связана с употреблением алкоголя, ну и много-много другого. В настоящий момент это рекомендация правительства Республики Саха-Якутия, чтобы разработать порядок, рассмотреть эту возможность принятия такого. В свою очередь, предприниматели таким мерам не рады. По их мнению, антиалкогольная политика направлена только на легальный бизнес. Основная же проблема идет от подпольных продавцов. Председатель Союза торговых работников Ирина Котенко уверена, меры, предложенные ПДН, только подстегнут рост бутлегеров и псевдокафе. Почему вот именно борьба направлена на легальный бизнес? Ну хорошо, мы выведем магазины за пределы города. Возьмите любой телефон, возьмите, наберите любую службу, и вам без ограничений и без паспорта привезут все то, что вы хотите. Сейчас в Якутске 194 торговых объекта с лицензиями на продажу алкоголя. Сколько же бутлегеров и псевдоресторанов подсчитать не удастся. Вилян Бояркин, Роберт Набиев, Вести, Якутск.